эфире программа «Кинобизнес». В ближайшие 25 минут традиционно расскажем об основных событиях индустрии и разберем главные кинопремьеры этой недели. Это возвращение на экраны ироничного экшена «Зомбиленд». Сиквел под названием «Контрольный выстрел» выходит на экраны спустя 10 лет после первой части. И казахстанская авантюрная комедия режиссера Женисхана Момышева «Многодедный». На съемочной площадке Бикбулат Увалиев сегодня в программе. Ироничная комедия «Окей, Лекси» – повод задуматься о зависимости от смартфонов. Чем обернется афера в доме престарелых? Эксклюзивный сюжет с премьеры комедии «Многодедный». Тизер военной драмы «Казбат» в рубрике «Трейлеры недели». Об опыте озвучания на казахский язык героев мультфильмов и работе над военной драмой «Казбат» в нашей программе рассказал актер театра и кино Даурен Сергазин. Режиссер Аскар Узабаев представил тизер военной драмы «Казбат», основанной на трагических событиях, произошедших в 1995 году на таджикско-афганской границе. Казахстанские военнослужащие участвовали в миротворческой миссии в Пешаварском ущелье, где приняли неравный бой. Казахстанская 7-я рота приняла неравный бой в Пешаварском ущелье. 17 человек погибли, 33 получили ранения. Незаконные бандформирования, напавшие с афганской стороны, рассчитывали прорваться за час, но после тяжелейшего 5-часового боя были вынуждены отступить. Это событие навсегда останется самой печальной страницей в истории внутренних войск Республики Казахстан. На съемках картины присутствовали военные консультанты, боевые офицеры, которые в то время воевали на той огненной границе. За основу взяли 4 персонажей. Это молодые ребята по 19-20 лет. Они являются собирательными образами. Все начинается еще до службы в армии, и все происходит на глазах у зрителей. Взаимовыручка, преданность, отвага. Сцена боя, как утверждает один из консультантов, получилась уникальная. Такого еще казахстанские киноделы не снимали. В главных ролях сыграли Ринат Душибеков, Даурен Сергазин, Халык Рахат, Дияс Мырзахмет и Индира Шинбулатқызы. Все трюки в картине исполняли известные каскадеры группы «Намат Станс» во главе с постановщиком трюков Жандосом Айбасовым. До премьеры осталось совсем немного. Фильм выйдет в прокат 21 ноября. Смотрите далее интервью с Дауреном Сергазиным, исполнителем одной из главных ролей в драме «Казбат». Также в глобальной сети состоялась премьера трейлера новой картины немецко-американского режиссера Роланда Эммериха, известного по фильмам «Послезавтра» и «День независимости». Военный экшен «Мидвей» также основан на реальных исторических событиях – битве за архипелаг Мидвей, почти такой же знаменитой, как атака на Пёрл-Харбор. Есть один парень. Он думал, что не справится. Я решил, что это просто нервы. И взял его под свое крыло. Он как будто чувствовал. Трейлер подтверждает, переход Эммериха к реальным событиям вовсе не означает снижение уровня масштабности, к которому привыкли поклонники режиссера. Кастинг картины соответствующий: Патрик Уилсон, Вуди Харрельсон, Люк Эванс, Аарон Экхарт и другие. Это был один из тех случаев, когда, несмотря ни на что, люди объединились и сделали невозможное. Огромное количество пилотов погибло в той битве.
Я хочу поставить памятник этим людям, создав фильм о Мидуэйском сражении. Пара десятков самолетов против всего японского флота. Это нечестный бой. Режиссер решил пойти от частного к общему и смотреть на войну через призму одного исторического геройского экипажа бомбардировщика Дика Беста, который считается невоспетым героем Мидуэя. Он и его экипаж зайдут под углом в 90 градусов в атаку на японский авианосец с высоты более 4000 метров под шквальным зенитным огнем. Добро пожаловать в Зомбиленд. Комедийный хоррор 2009 года, снятый за 23 миллиона и заработавший в мире 102 миллиона долларов, возвращается. В сиквеле вернется и весь оригинальный актерский состав зомби-комедии во главе с постановщиком первой части, режиссером блокбастера «Веном» Рубеном Фляйшером. О боги. ¿Qué pasa, мэр? Прости, но ты в этом кресле... Из меня вышел бы отличный президент. Ты бы вернул стране былое величие. Я к твоим услугам, Америка. Никто не мог предположить, насколько популярным станет фильм «Добро пожаловать в Зомбиленд» до его выхода в прокат. Картина заявила о новом жанре, гармоничном сочетании ужастика и комедии на фоне борьбы кровожадных зомби и выживших людей. Моя сестра пропала. Она познакомилась с парнем, он из Беркли. Беркли? Я ничего не имею против, но они вконец заигрались. Мы ее вернем. Учитывая профессионализм режиссера Рубена Фляйшера, остроумие сценаристов Ретта Ривза и Пола Верника, «Добро пожаловать в Зомбиленд» добился не только признания критиков, но и кассового успеха, собрав в мировом прокате более 100 миллионов долларов. Столь полюбившаяся зрителям культовая картина просто требовала франшизы. Так почему терпение фанатов нужно было испытывать долгие 10 лет? За минувшее десятилетие Фляйшер снял много громких боевиков, включая фильм «Веном» и «Охотники на гангстеров». Однако Фляйшер не собирался приступать к работе над сиквелом картины «Добро пожаловать в Зомбиленд», не заручившись согласием всех актеров, сыгравших ключевые роли в оригинальном фильме. Спустя 10 лет после выхода первой части 3 номинанта и 1 обладательница премии «Оскар» возвращаются на экраны, чтобы снова заняться истреблением зомби. Так приятно вернуться на дорогу. Воу! Господи, мне так жаль. Я Коламбус. Мэдисон. А это Талахаси. Привет, ковбой. Он твой отец? Проблема отцов и детей, уважение к старшему поколению, семейные ценности. И все это в форме авантюрной комедии. Именно так можно описать картину «Многодедный». Новый фильм режиссера Женисхана Момышева и сценариста Алишера Утева, известных по работе над франшизой «Бизнес по-казахски», ставшей одной из самых кассовых в казахстанском кино. Съемочная группа нашей программы увидела трогательную комедию «Многодедный», одной из первых на премьере в южной столице. Я не могу подписать документы о сносе. Они же старики, им же некуда идти. Эти деньги за то, чтобы ты уволился. Будешь директором теперь. Дорогие апашки и аташки, грядут изменения. Отныне только правильное питание и суши! Съемки картины «Многодедный» прошли осенью прошлого года под рабочим названием «Престарелая афера». Режиссер Женисхан Момышев также известен как популярный клипмейкер. Он снял более 100 музыкальных видеороликов.
Многодетный, лирическая комедия. Отметим, жанр не столь популярный в отечественном кино. Удастся ли постановщику повторить свой успех? Ведь новая картина наполнена не только юмором, сколько затрагивает серьезные социальные вопросы, которые на большом экране еще не поднимались. Это дом престарелых, на самом деле, очень трогательная тема, что наших родителей, имеется в виду дедушек, бабушек, сейчас часто сдают дом престарелых. А у нас, если вы знаете, вообще вообще в Казахстане, у казахов вообще никогда не было, чтобы мы сдавали в дом престарелых родителей. И почему-то среди казахов очень много стало, и поэтому мне хотелось затронуть эту проблему не так, как прямо снять тяжелую социальную тему, а снять легкую комедию и через комедию передать наши проблемы. Идея создания трогательной комедии пришла Женисхану несколько лет назад. Сценарий долгое время разрабатывался совместно с другим известным казахстанским режиссером Алишером Утевым. Авторы фильма неоднократно посещали дома престарелых в Алматинской области. Однажды они познакомились с женщиной, которая ждала сына из Германии и надеялась, что переедет к нему. Как известно, пожилым иммигрантам не всегда рады. Эта реальная история легла в основу сценария. Всего фильм состоит из 4 мини-историй. Создатели соединили их в альманах. Никто не будет умирать на улице. Аракта жеңген адамды көрмедім. Качай. В фильме снялись молодые актеры Кадырбек Демесин, Гульжамал Казакбаева, Адина Бажан и другие. Главного героя Дамира исполняет Турар Давильбеков. По сюжету фильма главный герой, сын богатого бизнесмена, становится руководителем дома престарелых, чтобы в дальнейшем его отец мог продать здание. Молодой человек знакомится с постояльцами и их историями. Понимая, что он не может теперь бросить их на произвол судьбы, он решается им помочь. Парень избалованный, инфантильный, можно сказать, папенькин сынок. Вот. Человек, к сожалению, который еще не понял, кто он есть, он еще не знает, какие у него цели и что его ждет в будущем. Честно говоря, мне было очень сложно по той причине, что так получилось, что меня утвердили в ночь перед съемками, и сценарий я тоже получил в ночь перед съемками. То есть все, что мне оставалось, для меня, вообще, в принципе, для любого актера, в первую очередь нужно выучить текст до такой степени, чтобы на площадке можно было не задумываться. Вот. Но, к сожалению, текст я учил уже на самой непосредственно площадке, что-то старался вытащить, что-то репетировать. По словам создателей этой киноленты, они хотят популяризировать новый жанр лирической комедии у нас в стране и постараться сделать семейные ценности главным трендом среди молодежи. Искренняя, оптимистичная, социальная комедия для всех возрастов. Многодетный в прокате с этой недели. Еще одна интересная новинка недели – ироничная комедия о зависимости от смартфонов «Окей, Лекси». Создатели фильма отлично знакомы с данным жанром. Это режиссеры-комедианты Джон Лукас и Скотт Мур, написавшие вместе сценарий к уже культовому «Мальчишнику в Вегасе». Сюжет комедии «Окей, Лекси» расскажет о необычном голосовом помощнике, ревнующем своего хозяина к реальному миру. Привет, меня зовут Лекси. Прошу передать пароли всех ваших аккаунтов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дебил. А? Чем могу быть полезна? Закажи пиццу. Тебе Фил не помешал бы салат. Ты не офигела? Чудо техники! У главного героя комедии, парня по имени Фил, огромная зависимость. Он сильно привязан к своему телефону. У него нет друзей и никакой личной жизни. Герой обнаруживает в новом телефоне голосового помощника Лекси, искусственный интеллект, который становится для парня тренером, виртуальным ассистентом и службой поддержки. Фил, у тебя 0 друзей. Пора что-то менять. Она такая красотка. Выполняю команду позвонить Кейт. Я не просил. Мастерская Кейт. Повесь трубку, Лекси! Алло? С ее помощью Фил начинает жить реальной жизнью, но постепенно Лекси начинает ревновать парня, пытаясь всячески разрушить его шансы на успех.
Съемки проходили в городе Сан-Франциско. Бюджет фильма, по некоторым данным, составляет небольшие $5 миллионов, что дает картине неплохие шансы на кассовый успех, в несколько раз превышающие затраты на производство. Ирония на современную действительность и повальную зависимость от смартфонов в комедии «Окей, Лекси» в прокате с этой недели. Но зачем ты так со мной? Моя задача делать твою жизнь лучше. Она решила меня завалить! Остановиться, бэйби. Программа «Кинобизнес» продолжает серию интервью с интересными гостями мировой и отечественной киноиндустрии. Сегодня в гостях у «Кинобизнеса» побывал заслуженный деятель Казахстана, актер театра и кино, известный по фильмам «Жаужүрек Мін бала» и 2 частям комедии «Брат или брак» Даурен Сергазин. Даурен рассказал нашей программе о работе над военной драмой Аскара Узабаева «Казбат» и поделился, с какими трудностями он столкнулся, озвучивая Уилла Смита на казахский язык. Передаю слово своему коллеге Алмасу Тогай. Сегодня в программе «Кинобизнес» в гостях заслуженный деятель Республики Казахстан, актер театра и кино, известный по таким фильмам, как «Брат или брак», «Жаужүрек Мін бала» и популярному среди народа персонажу Алдар Көсе Даурен Сергазин. Как нам всем известно, скоро на большие экраны выйдет военная драма «Казбат». Расскажите, как вы попали на этот проект и насколько вам было сложно играть новую для себя в кино роль? Это был самый сложный проект за всю мою творческую карьеру на сегодняшний день. Поскольку 2 моих последних проекта были в жанре комедии, ко мне в основном стали поступать предложения именно в этом направлении. Но я для себя решил, что я хочу отойти от этого амплуа. Я долго думал над этим и все-таки пришел к тому, что мне стоит немного отдохнуть от комедийных ролей. Даже среди коллег я часто шутил. Все, теперь буду сниматься только в боевиках. И вот как-то мне предложили поучаствовать в кастинге к фильму «Казбат». Я пришел на слушание и, прочитав сценарий, понял, что там нужны парни 16-18 лет. Но мне очень хотелось принять участие в этом проекте. Поскольку кино будет сниматься на интересную любому мужчине тему, во мне проснулся большой интерес. На кастинге присутствовал сам режиссер Аскар Узабаев, и мне удалось пройти пробы. Он предложил мне попробовать сняться в одной из ролей, если я соглашусь. Прочитав сценарий полностью, я взялся за работу. Особенность этого фильма в том, что он снят на реальных событиях. Быть может, в картине зритель не увидит больших экшн-кадров, но эти события на самом деле происходили на афганско-таджикской границе в 1995 году. Там наши солдаты встретились лицом к лицу с врагом. Погибло очень много ребят, из них 17 наши соотечественники. Фильм будет выпущен 1 полным метром и в версии из 6 серий. Инициатором съемок этой истории выступила Национальная гвардия Казахстана. Съемки проходили летом, но до этого мы в составе 4 человек, собственно говоря, люди, которые играли главные роли в фильме, прошли подготовку в настоящей военной части. Мы, так же как и обычные солдаты, проживали в казарме, кушали и шагали вместе с ними. Это позволило нам лучше прочувствовать атмосферу, в которых находились наши герои. Вам по душе больше комедийные роли или же драматические? Вы являетесь актером драматического театра, вы, наверное, особо и не выбираете. Вообще актер не выбирает себе роль. Такое встречается очень редко. К примеру, я работаю в театре, а в театре мне попадаются очень много ролей различного жанра. Будь это сказка, драма, трагедия или мюзикл. Так и в кино я никогда себе не выбирал ни жанра, ни героя, которого я должен сыграть. Особенно интересно играть роль, которую я раньше не примерял на себе. В таком случае я это сделаю с еще большим удовольствием.
жанр талғамаймыз ғой енді. Давайте поговорим о комедии «Брат или брак», удачно показавшей себя в прокате и ставшей очень популярной у зрителей. Недавно мы также встречались с режиссером второй части Алишером Утевым. Вы снялись в 2 частях этой картины. Быть может, вам известна дальнейшая судьба франшизы и планируется ли снять 3-ю серию историй? Енді мен жалпы өзім негізін бір нәрсенің кинода бір нәрсенің жалғасын болғанын аса ұнатпаймын. Вообще, я не из тех, кто любит, когда снимается продолжение какого-либо фильма, потому что мне не нравится играть одну и ту же роль снова и снова. Фильм был снят отлично, история очень крутая и стала успешной в прокате. Сценарий 2-й части, нужно признать, оказался интереснее предыдущей. Меня, наверное, этим и зацепило. Если говорить о возможности экранизации 3-й части, то есть такие слухи, скрывать не стану. Может и снимут, а может и нет. Точно я не знаю. Екімен жақсы бір нүкте қойылған сияқты. Бірақ енді алда қалай болатын білмеймін. Многие знают, что вы озвучивали Джина в фильме «Аладдин» и Тимона из «Короля льва». Обе картины вышли относительно недавно. В фильме «Аладдин» можно сказать, что вы озвучили Уилла Смита, и вы пели голосом как Джина, так и Тимона. Бұл енді өзім қызығам дубляжға өйткені дауыспен актерлық шеберлікті ойнату. Вообще, работа в дубляже мне очень интересна. Эти роли достались мне через кастинг, поэтому, можно сказать, я даже не ожидал, что когда-нибудь буду озвучивать Уилла Смита, потому что я не нахожу сходства в наших голосах. Я хорошо знаю его настоящий голос, как он поет и как пою я. Но я все же попробовал себя в этой роли по настоянию режиссера проекта. Голос отбирает не режиссер, а заказчик, который находится за рубежом. Им отправляют около 10 разных голосов на одну роль, а они выбирают наиболее подходящие и официально утверждают. После того, как за мной закрепили роль Джинни, я очень волновался. И, честно сказать, было очень сложно, потому что видно, что даже в оригинале голос обработан, а у нас такой возможности не было. Все звуковые сведения делаются там, в Голливуде. Так как они утверждают один голос, нужно и петь, и говорить только одним голосом. Поэтому мне пришлось использовать свой настоящий голос. К тому же, это еще один из самых разговорчивых персонажей, и поет он очень много. Был момент, когда одну песню мы писали 6 часов, и поскольку вокал — это не основное мое занятие, было очень тяжело. А вот роль Тимона была немного проще. Вы выступаете на сцене, там невозможно подделать голос, вы играете как бы в прямом эфире, то есть здесь и сейчас. Вы озвучиваете персонажей в фильмах, и вы работаете перед камерой. Насколько сложно уметь перевоплощаться между 3 задачами? Актер деген ол пластилин. Әр адамның әрине табиғатына байланысты. Актер — это своего рода пластилин. По своей природе актер должен уметь приспосабливаться к любым условиям. Он должен уметь менять голос. К примеру, если я не смогу подчинить себе свой голос, свой внутренний мир и тело, то и быть актером будет очень сложно. Актер должен входить в разные образы, то есть, соответственно, своей роли тебе нужно будет поменять характер, голос, походку и мышление. Конечно, всему этому нас обучали в течение 4 лет в Академии Жургенова. У нас были очень квалифицированные преподаватели. Мы учились и танцевать, и петь, и складывать какой-нибудь образ. Все эти знания в театре мы только развиваем. Эта работа, конечно, требует больших усилий. Все зависит от фантазии человека. А сыграть можно практически любую роль. Легких путей к победе в искусстве нет, но именно этим она становится слаще и интересней. Аллах қанша ғұмыр береді, қанша денсаулық береді, алып жүруге тырысамыз. Напоминаю зрителям, что в студии программы «Кинобизнес» сегодня был в гостях заслуженный деятель Республики Казахстан, актер дубляжа, актер театра и кино Даурен Сиргазин. Спасибо вам, что пришли. Желаем вам больших ролей и международных проектов. Рахмет. С вами была программа «Кинобизнес», еженедельный журнал о событиях киноиндустрии. В следующем выпуске поговорим о возвращении классических персонажей Сары Коннор и робота Т-800 в боевике «Терминатор. Темные судьбы».
производство которого лично контролировал создатель оригинала Джеймс Кэмерон. Увидимся на съемочной площадке.